Бүгін Қытайдан ұшып келген 4 адам өткір респираторлық вирустық инфекция жұқтырды деген күдікке ілінді. Олардан қан сынамасы алынды. 3 тәуліктің ішінде жан-жақты диагностика жасалады. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов мәлімдеді. Министрдің айтуынша 6 қаңтардан бері Қытаймен арадағы барлық шекара бекетінде елге кіретін азаматтар арнайы құралдармен тексеріліп жатыр. Барлық адамға анкета жасалады, артынан тіркеуге алынады. Осы уақытқа дейін Қытайдан 25.858 адам Қазақстанға келген. Олардың ішінде өз азаматтарымыз бен шетелдіктер бар. Бүгінде дене қызуы көтерілген 23 адам анықталды. 3 тәуліктің ішінде жан-жақты диагностика жасалады, деді Біртанов. С того дня, 6 января, проводится осмотр всех въезжающих с Китайской Народной Республики, в том числе теплометрия. На всех заполняются температурящих анкеты, и они ставятся на учет по месту жительства. На сегодняшний день у нас с КНР въехало 25 858 человек. Это граждане Республики Казахстан и иностранные граждане. По всем из них данные передаются пограничной службы Министерства здравоохранения и далее через комитет контроля в местные исполнительные органы, в поликлиниках по месту жительства проводится обзвон и контакты с этими гражданами. На сегодняшний день у нас температурящих больных выявлено 23 из этого числа. Все они на контроле находятся. 4 человек у нас госпитализированы с подозрением на различные инфекции, поскольку нет четкой различий между различными видами вирусной инфекции, поэтому мы госпитализируем с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию. Взяты у них анализы крови. В течение 3 суток будет проводиться детальная диагностика. Оның сөзіне қарағанда, Қытайдағы коронавирустың жаппай таралу қаупі де қарастырылған. Ол үшін инфекциялық ауруханаларда қосымша 4500 кереует қойылған. Барлық аймақта арнайы оқу дайындық шаралары атқарылуда. Қазіргі кезде біз үкіметтің резервінен қосымша қаржыға тапсырыс бердік, деді министр. Я просто хотел дополнить, по закрытию границы, во-первых, нужна рекомендация Всемирной организации здравоохранения. Во-вторых, я хотел сказать, что наше посольство в Китайской Народной Республике, Генеральное консульство, сейчас усилили требования по оформлению виз для граждан КНР в части истребования справок о состоянии здоровья. Это раз. Во-вторых, вы все знаете, что решение правительства временно был приостановлен режим 72-часового безвизового транзитного пребывания граждан КНР на территории Казахстана. Кроме того, в настоящее время также принято решение приостановить оформление электронных виз. Это по прибытию в аэропорт для граждан КНР. Соответственно, в случае закрытия границы мы не сможем полностью обеспечить вывоз наших граждан. В настоящее время, по нашим данным, на территории КНР находится 1300 граждан Казахстана, из них 635 туристов, которые находятся в провинции Хайнань. 204 – это сотрудники, персонал посольства, генеральных консульств, компании и члены их семей, а также 445 граждан Казахстана, которые сейчас находятся непосредственно на территории Китая. В целом, конечно, количество наших граждан было больше, так как количество студентов у нас в Китае большое, но сейчас этот период он выпал как раз на время зимних каникул. Большинство наших студентов в настоящее время находятся или в Казахстане, или за пределами Китайской Народной Республики.